Знать и не бояться, лечить и применять новые методики. Слушатели семинара, детские онкологи, неврологи, патологи, эндокринологи, специалисты со всех районов республики и не только. Богатым опытом делятся лучшие врачи страны в области нейроонкологии. С докладом на тему «Современное лечение отдельных гистологических вариантов опухолей ЦНС у детей» выступает Ольга Желудкова. Опухоль медленно сокращается, но при продолжительной химиотерапии мы добиваемся максимального регресса опухоли, максимального исчезновения этой опухоли. Ольга Желудкова – детский онколог высшей категории. Стаж ее работы более 30 лет. Ей точно есть чем поделиться с ингушскими коллегами. Главная цель, чтобы врачи, которые работают здесь, знали теоретически, практически все варианты и все подходы к лечению этих пациентов. Возможности в вашем регионе есть. Мы были вчера в кардиологическом центре, консультировали пациентов и обратили внимание, что на самом деле и диагностическая, и лечебная база, она существует для того, чтобы осуществлять лечение больных с такой патологией. Опухоли центральной нервной системы занимают второе место по распространенности и первое среди причин смертности от онкологических заболеваний у детей. Поэтому важно, чтобы каждый детский врач имел представление о ранней диагностике заболевания. А лечение должно быть совместным, различными специалистами. Если этого не делать, то лечение неполноценное. И те дети, которые должны выживать, они могут получить неполноценное лечение и, соответственно, получить неблагоприятные результаты лечения, онкологические. Моя сегодняшняя лекция была посвящена основам диагностики опухолей и различных нейроонкологических заболеваний у детей. Ну и, собственно, мы поговорили о специфике этих опухолей, что они из себя представляют на МРТ, КТ, других методах современной диагностики. И, в общем-то, я надеюсь, что врачи получили... В Ингушетии, как и в любом другом регионе страны, периодически возникают сложности с диагностикой и назначением грамотного лечения опухоли мозга у детей. Однако проблема заключается не в компетентности региональных врачей, а в условной редкости заболевания. Поэтому семинар носит неоспоримую пользу для медицинского сообщества. Сегодня мы узнали, на самом деле для меня это было открытием, какая широкая панель молекулярно-генетических исследований в детской нейроонкологии. На сегодняшний день статистика гласит, что в принципе выявляемость на первой и второй стадии она соответствует среднестатистическим российским данным. Но нам есть в любом случае куда стремиться, потому что так или иначе диспансеризацию, профосмотр проходят только определенные группы населения. Задача фонда Константина Хабенского – добиться, чтобы диагноз опухоль головного мозга перестал быть смертельным. Проект фонда «Знать и не бояться», в рамках которого проходит семинар, запустили около 3 лет назад. Название выбрано не случайно. По статистике, порядка 80% маленьких пациентов, у которых диагностируют злокачественные опухоли нервной системы, а таких диагнозов в стране около 1000, выздоравливают. Решать проблему оказания медицинской помощи детям с опухолями головного мозга нужно системно. И кроме адресной помощи таким семьям, кроме психологической поддержки семьи, очень важно делиться передовыми знаниями со специалистами в регионах. Очень важно налаживать контакты между врачами, медицинским персоналом конкретного края и федеральными специалистами, у которых накоплен опыт в лечении, в диагностике таких детей в десятки раз больше. Семинар в рамках проекта «Знать и не бояться» проводится в Ингушетии впервые, но сотрудники фонда обещают, что он станет отправной точкой. Медицинское сообщество республики и фонда планируют и дальше продолжать делиться опытом, чтобы изменить отношение общества к онкологии. Тамара Хшагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.